Ну, добрый день, дорогие друзья, коллеги, дорогие ветераны. Тема нашей беседы, как уже было анонсировано еще в начале мая, это абхазо-черкесские взаимоотношения, перспективы и та ситуация, которая сложилась между нашими народами, между братскими народами. Каждый из нас, сидящий здесь, наверное, вряд ли думает иначе. В чем ситуация, в принципе, как бы вкратце я озвучу. В последнее время в связи с событиями, которые происходили и в Абхазии, и на Северном Кавказе, и связанные непосредственно с поездкой нашего героя, нашего уважаемого гражданина нашей республики Ибрагима Яганова в Тбилиси, на некие мероприятия, которые были связаны с черкесской проблематикой, и все, что было сопутствовало к этому в нашем научном, так называемом околонаучном мире высказывания, изречения, и которое послужило неким таким детонатором и взорвало ситуацию, можно сказать, в благосфере. И можно констатировать сегодня, что очень плачевная ситуация в самой благосфере, там, где молодые люди, совершенно те, которые мало знают друг друга, выходят за рамки дозволенного, и мы в чем-то сами виноваты, и тема сегодняшнего разговора как раз будет касаться именно этой темы. Что нужно делать, что нужно предпринять, какая ситуация у нас непосредственно в благосфере. Вы сами прекрасно понимаете, что сегодня самые прогрессивные СМИ, которые существуют, это интернет, и через интернет очень быстро распространяется информация. И, к сожалению, у этих группировок возникли целые большие такие группировки, которые муссируют очень негативное отношение друг к другу. И, к сожалению, есть и такие провокаторы, которые подливают масло в огонь, и этот огонь сегодня как бы привело к такому состоянию, что не то, что не хотим общаться, а не хотим как бы разговаривать на эти темы, как бы откладываем эти темы на долгий ящик. Я думаю, что время настало, и нам необходимо сесть за стол переговоров. Я думаю, что диалог, который мы сегодня начинаем, этот диалог, Ибрагим, будет иметь продолжение. Вот как бы сегодня начало, мы сегодня стартуем. Потому нам необходимо, значит, выработать какие-то планы, какие-то мероприятия, которые будут уже в дальнейшем. Константин Константинович, я начну с вас, так как вы являетесь непосредственно руководителем, один из тех руководителей, которые стояли во главе угла создания именно той братской атмосферы, того братского единства, которое были между нашими народами. Вот пару слов с вашего благословения, потом начнем вот сегодняшнюю беседу. Во-первых, хочу вас всех поблагодарить, что я здесь нахожусь среди вас. Приезд Ибрагима для меня это имеет серьезное значение. Это мой младший брат. Мы многое видели сложное с ним. Вот тему, которую вы сейчас озвучили, для нашего поколения это не проблема. Я хочу один пример вам привести, который убедит молодое поколение абхазов, адыгов, черкесов, что для нашего поколения нет проблемы. О чем сегодня вот вы говорите, в интернете я тоже часто смотрю, читаю все, что публикуют, как Грузия себя ведет, 18 век, 19 век, история хорошо знает, когда была Кавказская война, значит, Грузия на чьей стороне была. Это мы хорошо знаем. Для нас проблемы нет. Проблемы для молодого поколения. Во время войны, вот это хочу, чтобы вы запомнили, когда мы по Северному Кавказу ездили, и Гена Аламия, и Бурам Гумба, и Олег Доменя, Сергей Шамба,
Мы были в одном доме уважаемом, пригласили нас на ужин. И сейчас я не хочу говорить, в какой республике, и как фамилия, но принцип было на Северном Кавказе. И когда мы заходили во двор, человек, который нас пригласил, говорит нам, вы, говорит, извините, говорит, отец уже 3 года больной лежит, говорит, и не встает, говорит, и что отец не может вас встретить, поприветствовать, так что вы, говорит, меня извините. Но мы потом так поговорили между собой, если 3 года человек в постельном режиме, и мы внезапно пришли в этот дом, и сейчас заходить, и поговорить с ним, поздороваться, Буран помнит это хорошо, мы решили не беспокоить его. Ну, нам на стол накрыли, мы ужинали, там не пьют, мы не пили чай, там поужинать. И в это время дверь открывается, заходит мужчина, ему, наверное, было тогда столько, сколько мне сейчас, чистенько одетый, беленький такой, чистенький, и заходит здороваться с нами. А сын его, который нам говорил, что отец болеет, не встретит вас, вы уже не осуждаете нас, он говорит, отец, что ты сделал, говорит, ты же 3 года не вставал, говорит, почему встал? А он говорит, ты, говорит, не прав. Ты мне не сказал, говорит, но твоя мама сказала, что у нас в гостях абхазцы. Ты мне не сказал, говорит, ты не прав. Вот этот человек мобилизовался, встал, пришел, поздоровался. Так что вот отношения абхазов, адыгов, черкесский мир, это не 100 лет тому назад закладывался, не 50 лет тому назад, не во время войны, а еще давным-давно и далеко. И никто, наше поколение, не сможет поколебать наши отношения абхазов, адыгов. Но то, что сегодня делается, если вы, мое мнение, хотите услышать, для меня это не проблема. Но это проблема для молодого поколения. Нам надо всегда очень осторожным от вашему поколению. Каждой публикации, каждой статье, это будет в интернете или в печати, или еще где-нибудь. Надо понимать, что именно те, которые вот это все закладывают в интернет, выкладывают там на сайте, чтобы вы могли посмотреть, именно они хотят попитаться, построить они нас не могут, но хотят попитаться, чтобы хотя бы они смогли бы за 50 лет, им надо, чтобы немножко даже охладилось. Но этого никогда не будет. Предки наши, что заложили в наших взаимоотношениях, это никто не может стереть с истории. По большому счету, вы, молодое поколение, больше меня сейчас, слава Богу, информационное поле очень большое. Вы по интернету можете посмотреть, и лучше меня знаете. В конце концов, если вглубь несколько веков туда уходить, то это адыги, абхазы, вайнахи, народы Дагестана. Это один народ, это одна ветка, потом 66 тысяч лет тому назад, а потом начинала разветвляться. А в принципе, предок у нас один. Из этого надо исходить. Да, современный мир глобальный, он несправедливый. Этот мир глобальный никогда не будет справедливым, объективным. А что касается справедливости, то это такой вопрос на планете, который никогда не найдет свое разрешение. Справедливый подход к решению политических вопросов никогда завершения не будет иметь. Вот мне было, знаете, я в этом тоже не вижу проблемы, когда Грузия признала геноцид черкесов. Вот, если речь идет об объективности, речь идет о справедливости, речь идет вообще
о порядочности горца, кавказца не имеет Грузия моральное право не только признавать геноцид, не имеет моральное право на эту тему разговаривать. И молодое поколение, конечно, вам надо отвечать на эти вопросы. Но пусть это вас не выводит с терпения, пусть вас не выводит это из равновесия, но отвечать на вот эти публикации, на вот эти меры политического характера, которые с подачи Грузии и в средствах массовой информации появляются, и в интернете появляются, на это надо реагировать. Знаете, вот молодое поколение, что я вам посоветовал бы. Мы от признания абхазского государства российским государством, и за ним еще другие государства, вот это нам надо всегда понимать, что российское государство, президент России, в ущерб своей внешней политике, они признали абхазское государство. И когда вот появляются вот такие ответы, то есть вот такие вопросы, не надо ждать, когда МИД России отреагирует на это, или посольство Абхазии на это отреагирует. Надо вам, молодому поколению, отвечать на вот эти все, если немножко слово это, если не понравится, вы никому не скажите, вот на грязные вот эти политические игры. Грязные политические игры, потому что исторически Грузия, грузинские политики не имеют права вообще на эту тему разговаривать. Вопрос 18-19 века, трагедия Бигов, трагедия Абхазов, это наш вопрос, это наша проблема. Они радовались тогда этому, а сейчас хотят розыгрышем заниматься. Для меня, понимаете, добровольческое движение во время войны, что было, наши братья Адыги, но от Майкопа до Махачкалы, оценку вот этому давать, какой бы умный политик не был, какой бы очень талантливый молодой человек не был, эти 20 лет в этот рамки не уложится отдать оценку того, что произошло во время войны. Вот это добровольческое движение, как это молодое поколение сюда пришли воевать, многие здесь погибли, многие герои Абхазии, многие, любой, кто приехал с Северного Кавказа сюда к нам воевать, я считаю, что они герои, понимаете? И этому оценка будет давать вот ваше поколение, даже не ваше, потом то будущее поколение, которое будет идти. Я хочу, я думаю, я вас послушаю еще, потом тоже, наверное, еще дадите, если я, может быть, исходя из того, как разговор получится, свое мнение скажу, отвечать на прессу, которые используют политики Грузии во взаимоотношениях абхазо-адыгского народа, во взаимоотношениях всего черкесского мира, с войнавцами, с народами Дагестана, надо, но болезненно это не воспринимайте. Наше поколение передаст вашему поколению, вы потом будущему поколению, ничего здесь не должно произойти. Но думать, что никто этому не поверит, оставлять тоже не надо. Вот появилась статья, давайте на эту тему. Не отвечайте там, не называйте автора, и что написал, и так далее, то вы его и героя сделаете, чтобы он думал, что он пишет, а мы отвечаем. Просто на эту тему отвечать. Я очень рад, что встретился с моим братом Ибрагимом. Я очень рад, что вы вот так заинтересованно собрались пообщаться с ними. Вот так завершу это пока небольшой разговор, а там потом, если разрешили, еще подключимся. Можно, да? Конечно. Спасибо, Константин Константинович. Ну, прежде чем перейти к нашему, трудно, конечно, его назвать гостем, я хотел бы пару слов адресовать Гурам Бумба, твое
объединение полное такое участок, как ты был участником, один из тех людей, которые основывали и был во главе угла того движения, которое называлось Конфедерация польских народов, а далее Конфедерация народов Кавказа. Ты знаешь хорошо Северный Кавказ, ты прекрасно осведомлен. Пару слов. Спасибо. Я тоже воспользуюсь таким случаем поблагодарить всех тех, которые организовал такую встречу, приезд нашего брата Ибрагима в Абхазию, чтобы он мог встретиться со людьми, со своими братьями здесь, в Абхазии. Ну, я уже говорил. Что у него проблема была приехать? Нет, что сегодня он приехал, и он всегда приехал, вчера, по-моему, тоже, да, или не сказать, у него здесь этой проблем нету. Единственное, просто я уже тоже говорил о том, что я пришел сюда на встречу с Ибрагимом, я с Ибрагимом пришел. То есть я здесь Константин Васильевич тоже говорил, одновременно являюсь гражданином Абхазии, но считаю себя уже давно, как и многие другие, гражданином Кавказа. То есть я не отделяю себя от адыга вообще, от нашего, той части наших политического народа Северного Кавказа, начиная от Дагестана и Майкопа. Это всегда у нас было. У меня, в принципе, нет вопросов к Ибрагиму. Правда, как старший брат могу сказать, что есть такое, я могу сказать, тактического характера, я бы сказал, это замечание по форме, не по содержанию, а по форме. Если я скажу, например, что 14 августа это день, когда Грузия напала на Абхазию. У нас уже 20 лет прошло, и почему-то очень многие начали считать, что это Ингур, это уже граница между Абхазией и Грузией. А Ингур это не граница между Абхазией и Грузией. До сих пор это линия фронта между Абхазией и Грузией. И, естественно, если я сейчас скажу, что мне было больно видеть, например, в Анаклии моего брата, я совру. Мне было очень больно, как и очень многим людям, которые здесь. Но я абсолютно это понимаю, что это такое. Потом я начинаю спрашивать, задавать себе прежде всего, как такое могло случиться, что наш брат оказался, допустим, на той линии именно 14 августа. Это очень серьезный такой момент для меня. То есть здесь я вижу, вопрос только надо задавать нам самим. Это та ситуация, которая сложилась благодаря тем тенденциям, которые происходили и происходят в Абхазии. Это я считаю, что это надо исходить из общего настроя в Абхазии, который есть, общего политического, может, настроя, морального настроя. То есть вот это, я бы хотел, чтобы мы вот на эту тему поговорили. Вот мы можем сейчас говорить очень многое о том, чтобы, допустим, что такое Кавказ для каждого народа. Это один этнокультурный мир, это один организм, это части одного тела. Части этого. Будет один палец болеть, весь организм будет болеть. Это в истории всегда было доказано на протяжении 1000-2000 лет, как только становилось плохо, была проблема у одной части этого организма, всегда на помощь приходили со всего Кавказа. И то, что происходило в 92-93 годы, это тоже естественное. Ничего сверхъестественного здесь не было. Я думаю, что повторится сегодня. То же самое будет, я думаю, что Ибрагиму я верю как самому себе. И каждый из вас здесь мы говорить не должны не о том, что значит, кто-то почему оказался здесь, это как могло до такого дойти, почему мы в Абхазии смогли допустить того, что вот такое могло совершиться. Здесь, я думаю, что корни надо искать в Абхазии. И я бы хотел, чтобы наш разговор именно в такой плоскости,
что пошел, тогда мы видим определенные такие вот взаимоотношения, которые сейчас складываются именно в виртуальном мире. Реальные взаимоотношения, как они были братские, так они остаются. Тут я ездил недавно тоже по Северному Кавказу, абсолютно там это, никаких таких проблем, которые создаются в определенной группе людей в виртуальном мире, этого нет, безусловно нет. Но тенденция опасна. Тенденция, если мы сегодня не будем говорить об этом, если мы не будем давать оценку этому, то тенденция может быть такой определенный холодок, который вот так вот проявляется, который, естественно, наши недруги, которые обычно они используют. То, что они используют, конечно, это неправильно делать, естественно. Это наши враги, они, естественно, для того, чтобы как-то чем-то нас ослабить, они это будут использовать. Но почему мы даем повод? Это меня вот все интересует, я думаю, что потом мы еще говорим эту тему и так далее будем говорить. Уран, спасибо. Но я думаю, что настало время, наверное, Ну, скажу откровенно, контекст, в общем, с которого начался разговор, мне уже откровенно не нравится. В общем, почему мы допустили, чтобы Ибрагим оказался в Грузии? Ну, можно с утра до вечера говорить слово мир, дружба, братство. Можно говорить мед, есть у нас такая старая поговорка, но во рту слаще от этого не будет. Дружбу и братство наших народов надо укреплять конкретными делами и действиями, а не какими-нибудь пустыми, там, многозначительными словами. Ну, я гражданин Абхазии, но я не живу в Абхазии и считаю, что у меня нету такого прямого права куда-то вмешиваться и заниматься какими-то политическими вопросами в Абхазии. Я живу в Кабарде, и я в гуще событий, которые происходят в Кабарде. Если бы я жил бы в Абхазии, я был бы в гуще этих событий здесь, в Абхазии. И у нас в Кабарде проблем, если не больше, то не меньше, чем у вас. У нас свои большие вопросы стоят. Я неоднократно писал и еще раз повторюсь, у нас даже есть дети, которых надо воспитывать, которых надо растить. Мы ответственны за них и ответственны за будущее наших детей. И оставлять проблемы, которые мы сегодня имеем вообще в политическом пространстве, своим детям, мы не хотели бы. По крайней мере, попытались бы сделать как можно меньше. Если нам в какой-то мере сегодня будет легче решать эти вопросы, то нашим детям будет лет через 10-20 значительно сложнее. А война с Грузией, она была очень большой проблемой. И, честно говоря, оставлять эту проблему новому поколению, я считаю, нецелесообразным. Им будет решать этот вопрос значительно сложнее. Война – это крайняя мера, необходимая мера. И я считаю, и многие мои соратники, Нальчики считают, что с этой войной надо в конце концов заканчивать. Прошло 20 лет, и это очень серьезный срок, это целое поколение. Ситуация осталась, в общем, такой же, как и раньше, и это нам особенно, я думаю, и абхазам, и черкесам, эта ситуация очень мешает жить и двигаться вперед. А двигаться вперед крайне необходимо, невозможно жить ценностями 20-летней давности, тем более строить на этих ценностях не только политику, но еще и экономику. Жить на этом невозможно. И то, что, в общем, произошло, это была закономерность. Мы стремимся к развитию, стремимся к лучшему. Нам крайне необходимо налаживать взаимоотношения со всеми соседями, которые живут вокруг нас, с балкарцами, с казаками,
с чеченцами, ну, конечно, и с грузинами тоже. Я должен был сюда приехать с Килбой, я предложил ему, когда мы этот вопрос обсуждали, в плане было, что мы пригласим и Мухаммеда тоже. Я с ним разговаривал на эту тему, но он сказал одну фразу, которую я, наверное, должен повторить. Очень коротко. Я туда ехать не хочу. Скажу откровенно, кроме хамства ничего не жду. Мне лень ехать в Абхазию по такому вопросу. В 1992 году ему не было лень карабкаться через перевал на войну, а вот сейчас ему лень. Он уже не мальчик, он человек взвешенный и всегда думает о том, что говорит. Поэтому приехал один. Приехал один по той причине, что есть все-таки надежда, что мы что-то можем еще реанимировать, что-то восстановить из того, что было потеряно вот эти 20 лет. Константин Константинович перечислил ряд известных фамилий, которые часто приезжали на Кавказ до военный период. Именно они сколотили вот то братство, которое пригодилось нашим народам во время трудных испытаний. А война — это очень серьезное испытание. Теперь у меня вот Константину Константиновичу и Гураму, и к этим же вышеназванным возникает один маленький вопрос. А когда вы последний раз были в Нальчике, в Кабарде или в других республиках? Ну, я уже давно не вижу этих лиц, которые были в те времена. И отношения между нашими братскими народами очень серьезно изменилось в последние годы, серьезно охладело. Я не хочу ссылаться на ту сказанную Ройном переписку в интернете. Это молодые люди, которые не видели реально этого братства, той ситуации, они не видели того боевого братства, которое было между нами, ну, к примеру, с Ройном. Это молодые люди, которые преимущественно даже родились после войны, им меньше, чем 20 лет, или во время войны. И сейчас делать основной упор на этот виртуальный мир, который фактически происходит за какими-то неизвестными нам никами, я бы не стал. И тратить на это время и опускаться на этот в общем уровень я не могу. Проблема совершенно другая. То, что Кабарда начала на общественных началах, на уровне, скажем так, народной демократии налаживать взаимоотношения с Грузией, это продиктовано объективными условиями, велением времени. 20 лет, это, еще раз повторюсь, очень серьезный срок. Тем более, что нас немного даже удивило, инициатива была именно со стороны Грузии. Все эти 20 лет я чувствовал себя победителем в той войне. И всегда, и во все времена, и у серьезных народов всегда было, что вопрос примирения, он крайне необходим. Любой разговор и диалог, он даже плохой диалог лучше, чем хорошая война. И альтернативы мирным вопросам, мирному решению любого конфликта еще не было. И мы в конце или в общем в концов рано или поздно должны прийти. А договор — это прежде всего компромисс двух. Важно также не забыть о своих интересах. Мы не можем жить одними абхазскими интересами, существуют еще и черкесские интересы. Проблемы, в общем, черкесские. В трудные времена, в 1992 году, мы пренебрегли всеми своими интересами и встали на справедливую защиту абхазского народа и его суверенитета. И эти 20 лет мы считаем, что Абхазия должна была использовать присутствие, в общем, России каким-нибудь образом
найти компромисс, который бы максимально устроил все стороны, и как-нибудь завершить эту войну и пойти дальше. Но этого не произошло. 20 лет мы сидели, ждали, поддерживали Абхазию во всех этих, в общем, делах, и по истечению 20-летнего периода в ряде разных причин, о которых я бы сейчас не хотел бы вдаваться в подробности, все обратили внимание на тот факт, что как раз перед поездкой в Грузию я лишний раз вспомнил о том моменте, когда после войны я и мои соратники приняли решение, пока Грузия не признает независимости Абхазии, никаких отношений с Грузией быть не может. Но после 20-летнего периода мы в силу ряда причин, происходивших и здесь, в Абхазии, в том числе в Грузии, ну и, конечно же, у нас в Кабарде, мы приняли решение пересмотреть этот вопрос. Мы как-то, в общем, решили, что у нас есть основания уже сделать какие-то выводы, что пора уже собрать хоть какие-нибудь камни. В результате этого мы твердо решили ответить на многочисленные заявления и обращения к нам грузинской стороны, которые были в течение вот всех этих 20 лет. И все-таки на правах победителей, право, я еще раз повторюсь, первого шага всегда за победителем, мы решили все-таки поехать и посмотреть, что все-таки там происходит. В результате я принял частное приглашение. Мы, проигравший может там какие-то там, у него свои определенные позиции, но мы-то ничего не проиграли. Мы просто поехали, посмотрели. Честно говоря, мы были удивлены тем, что услышали и увидели в Грузии. Официальные лица фактически нас встретили на очень высоком уровне, и, наверное, кроме Саакашвили, мы фактически встречались со всеми и в правительстве, и в парламенте. И коротко скажу то отношение, ту концепцию, которую они выдвинули в отношении грузино-черкесских связей, восстановления этих связей. Что касается права говорить о Кавказской войне, и что касается Кавказской войны, нам открытым текстом сказали: Грузия не отказывается от своей ответственности, от доли ответственности за участие в русско-кавказской войне. Очень много грузинских офицеров и грузинской милиции служило в составе российских войск в период русско-кавказской войны на территории Кавказа. И как доля ответственности за это участие в этой войне мы признаем геноцид черкесского народа в русско-кавказской войне, за свои средства ставим памятник жертвам геноцида черкесского народа в русско-кавказской войне, и без каких-либо предварительных условий, без обсуждения абхазского вопроса, предлагаем наладить былые дружественные взаимоотношения, которые у нас всегда были в истории. И на самых льготных условиях, предусмотренных грузинским законодательством, наладить взаимоотношения во всех сферах. В медицине, в экономике, в политике. И, конечно же, ничего возразить против такого предложения у нас не было. Даже в самые трудные времена кровный враг, если приглашает кавказца к себе домой, ставит стол и протягивает руку дружбы, адыгский этикет не позволял пренебрегать этим вопросом, и такое отношение всегда должно было быть в общем, приемлемым, и такие отношения всегда налаживались. Кроме всего этого,
в Тбилиси создан Черкесский центр. Во времена русско-кавказской войны в общем, Тбилиси был центром вообще Северо-Кавказского военного округа, есть военный архив. И в Черкесском центре издали ряд книг на архивных материалах, и все это финансируется грузинским правительством. На 2012 год был представлен бюджет, который полностью был профинансирован и выполнен, и на 2013 год то же самое. И все эти наши взаимоотношения с Грузией были, я еще раз повторюсь, без обсуждения абхазского вопроса. Притом, такую постановку вопроса в первую очередь предложили не мы, а сами грузины. И такая политика, такой взвешенный подход к проблеме, конечно, у нас не возникает больших сомнений и проблем. Часто мне писали, что грузины лукавые, что они вас хотят обмануть, но мы в общем, с этим не согласны. Во-первых, мы, наверное, тоже что-то из себя представляем, чтобы нас так просто не развели. Во-вторых, это взвешенная, далеко идущая политика, и мы не можем на это не ответить, в общем, соответствующе. А наши добрососедские взаимоотношения со всеми народами, которые проживают вокруг, в общем, Кабарды, это крайняя необходимость. У нас грядут, в общем, довольно-таки сложные времена и в экономике. В России сейчас не просто жить. Есть определенные проблемы, которые постепенно разрастаются, и нам со всем этим что-то надо делать. Я закруглюсь, я долго тут философствовать не буду, но единственное, что я хотел сказать, что еще раз я подчеркну и повторюсь, наши взаимоотношения с Грузией, они налаживаются без каких-либо условий и без обсуждения абхазского вопроса. И мы считаем, что мы имеем на это право, мы никому ничего не должны, в том числе в Абхазии, ровно так же, как нам никто в Абхазии ничего не должен. Очень часто мне говорят: спасибо за то, что вы нам помогли. Я думаю, что это слово в этом формате неуместно. Мы в Абхазии прежде всего защищали свою честь и свое достоинство. Абхазия для меня единое пространство, и слово «черкес» у нас, в нашем понимании, это общее объединительное слово всего нашего этноса. И такие заявления, как какое отношение черкесы имеют к Красной Поляне, это абхазская земля, я считаю вражескими и провокационными. Черкесы имеют отношение к территории и до Ингура, потому что это единая территория, это единый народ. И эти слова я закрепил своей кровью еще в 1992 году. Именно по этой причине здесь оказались Северного Кавказа, в общем, Кавказа добровольцы, многие из которых отдали свои жизни. И сейчас, когда такой острой проблемы, как в 1992 году, нет, и многие считают, что решили уже свои, в общем, проблемы, я думаю, это ошибочно. Абхазия не решила свои проблемы. По всей вероятности, самые сложные проблемы, они еще впереди. И проблемы эти могут быть решены не только при поддержке России, но еще и братских северокавказских народов. Без единой семьи, без этого отношения, я думаю, никто из нас не выживет в этой сложной ситуации. И об этом нужно не просто говорить, а нужно это все укреплять и работать над этим. Ибо слово, оно, в принципе, в состоянии разрушить в общем, мгновение наше братство, но потом это все построить будет очень сложно. И в результате всего этого нас даже очень беспокоит то, что война не закончена. А если война не закончена, что пролитая кровь и отданные жизни за свободу Абхазии и независимость, они могут оказаться напрасными.
пока война не закончена, это все под угрозой. И я откровенно скажу, Грузия выстроила довольно-таки серьезную, далеко идущую политику. И на сегодняшний день те слова, которые я сейчас вам говорю, я говорил в Грузии. Мне неоднократно задавали даже вопрос, не желаете ли вы извиниться перед грузинским народом за войну, в общем, в Абхазии. И мы открытым текстом сказали нет. Мы считаем, что мы тогда вели справедливую войну. Мы воевали не против грузинского народа, а против Госсовета Грузии, который приехал на танках, чтобы уничтожить абхазский народ. В этой ситуации, если бы у Грузии не было бы своего интереса и той позиции, которая у нее была в составе добровольческого движения, мы уверены, были бы еще и грузины. Но ситуация так получилась, нас натравили друг на друга, и мы чуть не перегрызли горло друг другу. Это не мои слова, это слова, которые я услышал в Грузии. Там открытым текстом сказали, война в Абхазии была очень большой ошибкой. Нас натравили друг на друга, и мы чуть не перегрызли горло друг другу. Этой ошибки повториться не должно. Силового варианта решения с Абхазией быть не может. Мы тоже думаем о всех делах, которые были там и сейчас. И никто не собирается отказываться от Абхазии, но силового варианта решения вопроса быть не может. Нам крайне необходимо разговаривать и договариваться. Я думаю, что этот вопрос должен существовать между Грузией и Абхазией. Мы не можем вмешиваться туда. И любой вариант, который может устроить обе стороны, будет нами поддержан безоговорочно. Это то, что мы им ответили на все эти вопросы. И наша позиция, когда мы открытым текстом, в общем, сказали, что войны быть не должно, что мы, если будет опять силовой вариант, мы поступим так же, как и поступили в 1992 году, было принято спокойно, взвешенно, и никакой истерии по этому вопросу не было. И, честно говоря, вот это спокойное, взвешенное отношение и возможность разговаривать на эти темы свободно в Тбилиси нам очень даже импонирует. И, в общем, честно говоря, это совершенно другой уровень общения. И мы намерены продолжать и развивать наши взаимоотношения, тем более они уже второй год в общем, идут по нарастающей. За 2013 год бюджет Черкесского центра в Тбилиси уже сформирован и подписан, работа уже началась. Завязываются взаимоотношения и по туризму, и по другим вопросам, по бизнесу. Уже около 5 студентов учатся в Тбилиси, 2 из них даже в аспирантуре. Эти взаимоотношения, они развиваются, и я думаю, что они будут весьма полезными и взаимовыгодными. Может быть, когда-нибудь вот эти нормальные взаимоотношения, хорошо развитые взаимоотношения, для того, чтобы развить их, крайне необходимо время, пригодится в свое время еще и Абхазии. Ситуация в мире меняется очень быстро, меняется кардинально, и нам крайне необходимо быть готовыми ко всему. Да, Александр Алексеевич. Конечно, мне было бы приятнее, как мне один на один говорить с человеком, которому я сейчас пытаюсь спорить по многим вопросам.
неоднократно говорили. И я повторю то, что я тогда ему говорил по черкесскому вопросу и о взаимоотношениях абхазо-адыгских взаимоотношениях. Я тогда это Ибрагиму говорил, и сегодня это повторю, и всю жизнь это буду повторять. Есть братский адыгский народ, он вправе себе, понимаете, выбирать путь, по какому пути идти. Искать это в Москве, в Кремле, в будущее, в Вашингтоне или в Тбилиси, это их законное право. Я это говорил, и сегодня это повторяю. Я об этом писал в интернете. Абхазо-адыгские взаимоотношения, они, конечно, имеют исторический фон. Говорить здесь нечего. Я всегда это говорю по-простому. Когда-то Абхаза и Адыга была одна нация. Но в современном мире абхазо-адыгские отношения не особо. Можно здесь говорить красивые слова, как Ибрагим говорит, это подтверждать надо делом. Делом это было подтверждено во время войны, когда братский адыгский народ просто бросился в помощь абхазскому народу. И добровольческое движение, во главе которого стояли адыги, во главе с султаном Сосналиевым, она, я вот так сказал, я на юбилее султана Сосналиева это говорил сейчас, они такой мост построили добровольцы, через который тысячелетиями будут ходить наши потомки. Я категорически не согласен с Ибрагимом, что абхазо-адыгские отношения охладились, они не такие и тому подобное. Другой Ибрагим надо было быть на юбилее султана Сосналиева в Датчике. Всем забитый концертный зал, просто за руки нас хватать. Просто я согласен, что на уровне государства, я это говорил с большой трибуны, что сегодня ослаблены отношения между Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкесией, Адыгеей и Абхазией. Наши представительства там закрыты. Нам обещали, что это откроют, но по сей день это не открыто. И никто никогда, Ибрагим, я не знаю, я понимаю, Тбилиси, его отношение к вам и тому подобное. Вы просто выйдете к простому народу. Они ни интернет не смотрят, они даже не знают, куда вы ездите. Не так же относятся к вам, как это в 93-92 году относились. Это в Кенах. Дальше о поездке Ибрагима в Тбилиси, там Гурам говорил, это наша вина. Я вам говорю, каждый человек вправе делать то, что он считает нужным. Ибрагим, не вчерашний мальчик, чтобы не знал, куда ему надо ехать, кому надо ехать и с кем надо встречаться. Это его законное право. Решил он поехать, и он здесь рассказал, как там в Грузии очень тихо, спокойно относится к проблеме Абхазии. Нет, дорогой мой брат, истерично относится к проблеме Абхазии, их трясет от слова Абхазии. Это раз. А второе. Право победителя. Я большим уважением отношусь ко всем нашим добровольцам. Но право победителя, я вас прошу расскажите за абхазского народа, который положил 1778 своих сыновей. Право победителя. Каждый из нас не имеет права понимать. Право победителя должен народ понимать, если мы себя считаем частью этого народа.
Это раз. На правах победителя вы не могли быть там. На правах, как Ибрагим Ильянов, вы можете быть где угодно. 20 лет прошло после, как война закончилась. Грузинская сторона должна понять, что во всех вечных войн не бывает. Надо признавать результаты войны, если мы хотим идти к миру. Но та сторона, которая не признает результаты войны, а там историкам долго рассуждают, кто был прав, кто не был прав, кто как поступил, кто напал, кто не напал и тому подобное. Это как бы абхазская сторона свою все знает, и грузинская свою. Результаты войны, чтобы идти к миру, надо признавать результаты войны. И вот эта старая такая бенгальская байка, нас натравили друг на друга, идиотов друг на друга натравливают. Нас никто на Грузию не натравливал. Мы тихо, спокойно спали в своих квартирах, домах, когда они ночью под утро пересекли нашу границу. Нас никто на Грузию не травил. И такие, правильно говорит Ибрагим, мы наивные люди, чтобы кто-то нас за руки водил и на кого-то травил. Если их кто-то натравил, просто не признаются, что их кто-то натравил. И последнее. Понимаете, у нас в Абхазии миллион проблем. У нас, я депутат парламента, я состою в оппозиции нынешней власти. Многое, что эта власть делает, нам не нравится. Мы это открыто говорим. Я гражданин этой страны, так же, как Ибрагим. Вы, Ибрагим. Я, как перееду границу в Псово, никогда не буду, как бы нам ни нравилось, эту власть критиковать. Это буду делать здесь, в Абхазии. В себя, вот сюда приезжая, значит, я буду говорить то, что мне не нравится, и в лицо и президенту, и премьер-министру, любому политику, кому я буду оппонировать. За пределами Абхазии я не буду никогда этого делать. Я бы просил, еще раз, мы, может быть, многое неправильно делаем. Давайте вот так садиться и говорить друг другу это в лицо, а не через виртуальный мир кувалдой бить по голове всего народа. Сейчас я это говорил, я это не говорил, ты это сказал, не будем. Я пока не живу, я до последнего дня своей жизни, ты останешься моим боевым братом. Здесь даже сомнения не подлежит. А куда ты считаешь ехать, это твое право. Но надо очень осторожно к этой несчастной, разбитой, раненой, уничтоженной стране относиться. Миллион недостатков у нас. Давайте вместе решать. Гражданам Абхазии. Понимаете? Гражданам, я живу в Кабарде, если я считаю себя гражданином Абхазии, давайте сюда приезжать, давайте широкий круг, давайте в прямой эфир выходить на телевидение, давайте разговаривать, а не указывать. Как нам жить и с кем нам жить, и кто хороший наш сосед или плохой наш сосед. Я не могу знать, Ибрагим, родной мой, знать, что происходит в Кабарде, потому что я там не живу. Я первым долгом у тебя спрашивал, звонил, Ибрагим, что это происходит, что там случилось, что там произошло. Мои друзья в Абхазии говорят, что вот это вот так. Да нет, давайте приезжать. В конце концов, ты не рядовой гражданин этой страны, ты герой Абхазии. Ты, понимаешь, один из командиров. Давайте приезжать, давайте садиться, давайте разговаривать. Я, честно говоря, меньше всего меня беспокоит, что там Ибрагим ездит в Тбилиси. Считает нужным, пусть ездит. Что, мало абхазцев там болтается? Вот это скажи. Тоже, что, мы еще этого не знаем? Это его право. Это его право. Я ко всему вот так отношусь. Но я бы и не хотел, я очень не хочу, что ветераны войны первым долгом, боевые друзья,
через средства массовой информации разговаривать. Кто бы меня сегодня как бы не любил, но ближе боевого друга у меня нет. Это открыто говорю. Это с кем я смерть делил пополам. Смерть делит пополам. Это немножко, понимаете, сложная вещь. Сегодня все любят, кто-то ненавидит. Сегодня другая ситуация. Но разговаривать открыто с глазу на глаз надо. Кому бы кто как бы это не хотелось. Встречаться надо. Разговаривать надо. А не прятаться. Вот моя позиция ко всему, что происходит. А еще раз говорю, это целый народ адыг. Если адыги считают, что им такой путь нужен, абхазцам не указывают. Мы не должны им указывать. Я абсолютно не восхищен. Я абсолютно это за трагедию не считаю. Если кто-то это в Абхазии считает трагедией, что адыги какие-то моменты выстраиваются в Грузии, и им сегодня это нужно. Да, Бога ради. Бога ради. И не надо из этого думать. Не надо думать, если бы я Бога молю, чтобы все абхазцы за Абхазию думали. А не указывать, кому за что думать. Вот о чем идет речь. И если бы меня больше всего, вот Ибрагим, чтобы ты знал, это я при всех говорю. Давайте приезжать, разговаривать с глазу на глаз. Не надо эти все интервью, если я начну все вот эти выпады, которые ты делал, то это не знаешь, как бы, и ты найдешь что-то для чего, что я написал, что тебе не нравится. Но опять-таки, давайте не будем писать, давайте будем разговаривать, давайте будем встречаться. Тогда, знаете, и друзья поймут, и враги поймут. Поймите, мы жили с этими людьми. Я понимаю. 20 лет – это очень короткий срок на Кавказе. Я понимаю, это глобально, в мировом масштабе, да, там совершенно другие. Кавказ – это вещь. Особая страна, особый регион. И 20 лет прошло, нельзя все время в окопах сидеть. Да нет, никто в окопах не сидит. Нету никакого желания руку протягивать этим людям. Потому что мы жили с ними. Мы также плялись в братстве с ними. Мы никогда в дурном сне себе не могли позволить, что они могут. Что? И вот эта глупость, глупее глупее этого нельзя. Нас натравили друг на друга. Что это за глупый разговор? Это глупых людей разговор. Да, мы это сделали, мы каемся за это. Да мы здесь мы неправильно поступили. Скажи правду. Нас натравили двух дурачков, сосед вывел и натравил. Я этого не понимаю. Это разговор наивных людей. Да, сказать-то нечего, Конституции. Вся проблема, сказать-то нечего. Вот. Теперь, и главное, я бы очень просил, и средства массовой информации, коль здесь вы присутствуете, не надо. Боевое братство, оно очень сложное. Это не просто вот так, два человека встретились, там в ресторан пошли, выпили, поели, подружились. Или Ибрагим как один раз написал, тоже неправда. Я ему это в лицо скажу. Что там какой-то комиссионник. Действующих сторон, и компромисс тут крайне необходим. У Грузии своя позиция, у Абхазии своя позиция, есть позиция у России, и, конечно же, есть позиция и у нас, у черкесов. И здесь нам крайне... Менглеев там в интернете с ним познакомился, и он по его приглашению поехал в Тбилиси. Да нет, не совсем это все так. Понятное дело. Вот. Но... Именно так. Послушай, Ибрагим, понимаете, в Грузии, если я поеду сегодня по своей инициативе в Грузию, меня арестуют. Понимаете, Грузия, которая, понимаешь, давайте это так, это оставим в стороне. Я другое хочу сказать. Дайте я закончу. Может быть, я много говорю, но я... Вот. Боевое братство, опять-таки, это не только там в ресторане сесть, выпить, покушать, это страшная вещь. Это через муки, страдания, предательство, подвиги. Это очень большой путь. Вроде по времени он может маленький, а это ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Вот так, понимаешь, спекулировать этим, и это никто не может. Другого нет. Других друзей боевых нет.
Половина наших, если осталось, половина осталась. Половина уже ушли. Там в списках могут записываться сколько угодно. В списках. А реально люди, которые локоть боевого, знаешь, половины уже нет здесь, в этом мире. Они всех нас там ждут. И ко всему этому надо очень осторожно, почему я прошу средства массовой информации, не в плане того, чтобы это не было преподнесено, что Ибрагима сюда позвали на ковер, мы здесь сели, на него налетели, и из него этого, как его, изгоя делал. Нет, дорогие мои. Я считаю, что Ибрагим, знаешь, чем чаще приезжать будет, чем чаще мы будем разговаривать, тем больше ты ломаешь, а когда люди не разговаривают, а когда по средствам массовой информации общаются через средства, через интернет, через соцсети, то никуда это ничего хорошего не приведет. И тем я бы просил, вот та молодежь абхазская тоже, которую я, честно говоря, перестал читать вот эту полемику абхазо-дыкскую, где вы бы там присутствовали. Я перестал читать. Это не полемика братская, братьев. Или если больше по-другому надо заявить. Если мы не можем в другом ракурсе, в другом тоне, на другом тоне разговаривать, лучше прекратить разговаривать. Не они яркие представители этих двух народов, братских. Я несколько раз заходил замечания, потом мне это просто надоело. Знаете, это люди сидят и балуются. Вот такая моя позиция. Вы такие авторитетные, скажите. Несколько раз вы заходили, говорили. Можно, вы знаете, что и для прессы, и для молодого поколения, которые присутствуют, я же тогда попросил вас, что может, я потом еще выступал. Можно мне буквально минут 5? Знаете, я что хочу сказать, вот то, что я сейчас скажу, то, что я сейчас скажу, я прошу телевидение тоже ничего не исправлять, ничего не поправлять, потому что это мое мнение. Я очень доволен, что присутствую здесь. Во-первых, мне очень интересно мнение молодого поколения. Встретился с Ибрагимом, что меня очень приятно. Но вот наш герой Абхазии, уважаемый депутат Аслан Бабакин, навел мне на очень интересные правильные мысли. Особенно в завершении Ибрагим для нас есть Ибрагим. Вот я сейчас буду размышлять, а вы воспримете, не воспримете, это ваше, не могу сказать, что ваше дело новое. Постарайтесь понять меня. Разговор у нас начался очень интересный. Тема, как я понял, проблема Абхаза, Адыгского мира, хотя я эти проблемы не вижу, но вот то, что Аслан сказал, что это же он перестал это читать, вот это уже говорит, что это не проблема. Но вы так обозначили, и проблемы есть, то их решение. И что продолжение потом будет, что очень хорошо. В таком духе, если будете дальше и продолжать, там, где нету проблем, не делать. Теперь, как я вижу современный момент политики в Абхазии, на Кавказе и в целом в России. Вы молодое поколение, вы политикой занимаетесь, это очень приятно. 20 лет войны, нужны новые подходы, новые решения. 20 лет для войны это очень малый срок. Надо жить в мире. Да, абхазское государство, абхазский народ хочет жить в мире со всеми соседями, в том числе с Грузией. Но на протяжении 20 лет внешнеполитическое ведомство Абхазии только и занимается, чтобы заключить мирный договор с Грузией. Грузия не заключает мирный договор. И верить им, что они жалеют, что война была, этому нельзя. Они мирный договор должны подписать, вот что означает завершить эту войну.
наша внешняя политика правильная. Ну, я думаю, что не подпишут, никуда не денутся. Признание Грузии, когда я читаю, что они признали геноцид и так далее, я не хочу никого агитировать. Меня, например, это оскорбляет, что Грузия, значит, геноцид осуждает. Меня это оскорбляет. Друзья мои, поверьте моему опыту, признание Российской Федерации, независимость Абхазии и Осетии – это и ответ тоже за Кавказскую войну. Это нам надо понимать. Это ответ российского государства, признание Абхазии и Осетии. Сегодня Российская Федерация может установить справедливый миропорядок, это должны знать и в Грузии, и в других местах, и нам это надо ценить. Когда Тбилиси признает войну ошибкой, никогда Грузия не признает войну ошибкой. Есть один путь, я писал им однажды. Сегодня нет в Грузии политика, авторитета, который может сказать, что мы виноваты перед Абхазией за войну. Это весь народ должен сказать. Такого у них нету, и некому это сказать. Кто толкнул воевать Грузию с Абхазией? Они под текст хотят понять, что нас стравили, мол, Россия стравила нас, Грузию, Абхазию. Но Абхазии понимают, никто не говорил России, то есть в Грузии, идите войной в Абхазию. Это они натворили, а сейчас все виноваты, кроме тех, которые сегодня. Да, Василий Казимович, русские натравили грузин на абхазцев, надо вещи своими. Им оружие дали, сказали, идите воюйте. Это другой вопрос. Пусть они это и признают. Вот Аслан, ты правильно говоришь, понимаешь? Но, да, вот это мне не было записано. Спасибо. Это они дали им все оружие Закавказского военного округа, а потом Аслану и Фазлбею Авицба приходилось эти танки у них в боях отбирать, и сам Ибрагим отбирал. То, которое они так... Если это говорит, никто никого не травил, мои другие младшие друзья. Это сон Грузии. Я вам дальше скажу. Ничто в современной политике Грузии не может быть полезным ни черкесам, ни абхазам. Это я прошу, чтобы вы запомнили. Никак современная политика Грузии не может быть полезной ни черкесам, ни абхазам. Подтверждение вот этого молодое поколение, вот там, где переписки ведете, в 40-е годы, когда горцев выселяли с Кавказа, кого на их место должны были заселить? Вы, молодое поколение, посмотрите немножко историю. Там была политика расширения территории Грузии за счет территории горцев Кавказа. И Грузия это прекрасно понимает. И поэтому никакой политики Грузии для Абхазии и Черкесии не может быть полезным. Для этого подтверждения вот 40-е годы, когда горцы выселяли, на их место заселялись грузины и хотели еще заселиться, но Сталин не дожил. Вот это сейчас, вот я, почему я это сказал, если вы немножко уважите мой возраст и мой опыт, если кто-то будет выступать, может принять во внимание, о чем я говорю. Что касается Ибрагима, мне сказали, что Ибрагим Сухум, я Гурама искал, нашел Гурама, сказал, где Ибрагим, я пришел сюда к вам. Я думаю, что Ибрагим воин Кавказа, наш друг, наш брат. Я абсолютно уверен, от поездки в Тбилиси, если тбилисские политики не проиграли, ничего не выиграли. Ибрагим знал, что им там сказать, и они из этого сделают соответствующий вывод.
у нас, Аслан, по-моему, никаких проблем с Ибрагимом и с общением, с дружбой, взаимоотношениями с вами, ваш боевой друг. Ничего нету. Мы сегодня собрались вот именно озабоченность молодого поколения, вот там, где в интернете, значит, не всегда могут писать то, что надо писать. Вот это мое мнение, и не отрицаете, через 20 лет скажете, или через 30 я правду или нет. Спасибо, Константин. Рой, я вот заканчивал путешествие. Я, вот Ибрагим говорил в своем выступлении, что есть абхазские интересы, но есть черкесские. Для меня будет великим счастьем, если черкесский народ пользу будет. Какого пути зайти? Абсолютно. Тот, человек, который за себя не переживает, он никогда за меня переживать не будет. Я прекрасно осознаю, что адыги переживают за свое будущее. Адыги думают, адыги ищут. И никогда ревниво на это, если кто-то в Абхазии говорит, он больной человек. Он больной человек. Никто, ищите, ради Бога, мы всегда с вами. Но есть вещи, правильно вы говорите, я никогда ничего не сделаю, чтобы во вред там, Абхазии. Вы так считаете, вы по этому пути пошли. Дай Бог, что вы не ответите. А вот Василий Васильевич старший человек в свою позицию, я не советую. Я таки не знаю, что из этого выйдет. Хотя, зная хорошо грузины, каждый из нас знает. Знаю, что из этого выйдет. Нет, а я что? Не, ну, опять-таки, вы имеете опыт, как бы, советовать. Я не советчик в этом опыте. Я всем советую, не верьте Грузии никаким грузинским политикам. Так я еще говорю. Поверьте истории прошлой, 50-е годы, 18 век, 19 век. Никто, друзья мои, ни абхазы, ни адыги, ни черкесы, современным грузинским политикам верить нельзя. Не делайте это, я не советую вам это, я слишком хорошо знаю. Да, да, ну как бы так. Я хочу поблагодарить, первое, Рон, тебя за слово. Второе, я хочу Азгану сказать Этабу за то, что он как председатель совета старейшин, человек, с которым, с людьми, которыми всегда на Кавказе считали, сегодня здесь присутствует. И, конечно, поблагодарить Ибрагима за то, что он приехал сюда. Приехал сюда потому, что когда я уже устал от тех выпадов, разговоров, хамовитых, когда мне позволяли останавливать на улице люди, которые не имеют ни к войне отношения, не имеют ни к патриотизму. И я десятки, когда я уже или должен был уйти с улиц, не ходить по улицам Абхазии, Сухума. Я поехал к Ибрагиму, взял друга, поговорил с ним, и мы приняли решение, что он сюда приедет. Жаль, что это сделал я, никто из абхазов. Почему? Нет. Мы беседовали, мы обсуждали. Давайте договоримся так. Или я говорю, как я никого не перебиваю. Давайте я говорю то, что я говорю. Если вы хотите проблемажать, как я вижу. Я же вас не перебивал никого. Теперь следующий момент. Что говорит об Ибрагиме? Я с ним переходил перевал. Я знаю, чем мы шли. Первый раз, когда он получил, мы на разных операциях были. Я хорошо знаю, что имел и Ибрагим к Абхазии. Поеду ли я в Тбилиси? Нет, я не поеду в Тбилиси. Я не буду иметь дело с грузинским обществом или государственными структурами, пока не будет договора о ненападении на Абхазию. Пока абхазская сторона не подтвердит, что они заключили договор с грузинами о невоенном решении, я не поеду, я не буду общаться. Но я не могу указывать или подсказывать Ибрагиму. Ибрагим взрослый, самостоятельный человек. Я хочу, чтобы здесь ответить такую вещь. Ибрагим не только доброволец. Поймите, что там не только добровольцы. Ибрагим возглавляет общественную организацию Адыгахас. Ибрагим член общественного совета при Хлопонне, представитель президента Российской Федерации. Давайте давать нормальные оценки тому, что происходит. Общественный совет при президенте, при представителе президента, это же орган тоже, да? С ним советуются.
И когда мы просто как добровольцы мы даем оценку, мы просто принижаем своего товарища. Я не хочу и не буду этого делать. Ибрагим Яганов говорит, что он ман, очень хорошо, он мой брат. Он может жить на любой территории исторической Черкесии. Поэтому вот этот вопрос я хочу снять, Ибрагим, никогда больше при мне не говори. Ты мой брат, хочешь в Майкопе живи, хочешь в Шапсуге, где тебе удобно, это все твое. Я не отношусь тем людям, которые узко смотрят на эту проблему. Теперь дальше. Что касается адыго-абхазских взаимоотношений. После войны я много лет возглавлял союз абхазских добровольцев. У меня была газета «Хабза». Я работал в исполкоме Международной черкесской ассоциации. Возглавлял политическую партию «Хабза». Был в руководящем комитете организации непредставленных народов. Делал доклады в Организации Объединенных Наций, и поэтому мне тоже кажется, что я могу что-то сказать насчет черкесского вопроса. Первое, начну с положительного. Я считаю, что никакой трагедии во взаимоотношениях адыгов и абхазов не существует. Я считаю, что есть ошибки политические и общественные. Начну с Абхазии не в критику. Брат не критикует брата, просто говорит о том, что не получается. Когда была трагедия, были открыты представители Абхазии в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Их закрыли без обсуждения общественного мнения. Их закрыли без обсуждения парламента. Кто принял такое решение, я до сих пор не понимаю. Это значит, такие отношения были и интересы у абхазского общества, государства в этом регионе, что кто-то волевым решением закрыл. Когда? В 2008 году, я полностью согласен. Когда закрыли? Нет, это внутренний абхазский вопрос когда. Я говорю как черкес. Когда я сюда приехал жить в 2000 году, один мне сказал, если ты хочешь здесь жить, стань абхазом. Я посмеялся, сказал, слушай, говорю, я тебя сделал адыгом, не волнуйся, успокойся. Есть вещи, которые нельзя хамить. Это первое, с чего началось мой приезд сюда. Теперь дальше. Давайте дальше пойдем по пунктам. Первое. Есть ли представители адыгских народов какие-то хоть в виде общественной организации здесь? Нет. Есть ли наличие здесь студентов? Нет. Есть ли научные круги, которые здесь представлены, чтобы постоянная основа была? Да, приезжают, уезжают, есть, да. Нет. Есть ли здесь бизнесмены какие-то видные адыги? Нет. Я не хочу упрекать, я просто говорю о том, что что-то не так двигается. То, что происходит с гражданством по адыгам, послушайте, если кто-то говорил, что мы герои на весь мир, и если у нас не получается восстановить гражданство адыгов, ребят, детей, которые выехали, если у нас не получается ничего решать в этой... Какие мы герои тогда? Над нами смеются уже там. Я вам открыто говорю, по телевизору. Над нами смеются, за что вы воевали, если вы людей, которые родились там, адыгов, не можете восстановить. Поэтому проблема очень важна. Если вы хотите говорить о проблеме, это одно. Если просто говорить, тогда я замолчу. Теперь что дальше? Что касается признания Грузии геноцидом. Я назову цифру, которую говорят историки. Более 2000 адыгских населенных пунктов было уничтожено царской Россией. Несмотря на то, что за это время, до 150-200 лет до этого, первый генералиссимус России был князь Бекович Черкасский, который активно участвовал в создании российской армии. Прошло 150 лет, и эта армия уничтожала мой народ. Теперь что вы хотите, что мы забыли об этом? Хорошо, Россия признала Абхазию и Осетию. Я рад. Это наши. Ну подождите, а что, это не должно было Россия признать право на возвращение, да, потом говорит патриарх, хотя бы это? Или когда вы вот к признанию Абхазии, а в Госдуме России кричат, что черкесы, живущие в Турции или Сирии, это не выходцы с Кавказа, это пусть они там живут. Вы что, думаете, адыгам приятно? Если вы хотите говорить о проблемах, давайте будем говорить о проблемах. Теперь что дальше? Но тем не менее, я вам скажу, вот же соответствовали, да, но нету ближе у адыгов же меня, чем абхазов. Я обижаюсь, я что говорю, но это мои братья. Я к ним очень тепло отношусь. Хотя каждая проблема, которая не решается, я очень больно воспринимаю. Поэтому, если сегодня просто выяснить отношения с Ибрагимом, причем Ибрагим не представляет весь спектр адыгского общества. У нас десятки общественных организаций, один Ибрагим только это представляет. Но мнение Ибрагима, как героя Абхазии, человек, который очень много сделал в Абхазии, и как он будет говорить об абхазской проблеме в Грузии, конечно, это очень важно. Очень важно. Теперь об адыго-абхазских отношениях, как я вижу оттуда.
Я здесь живу, конечно, но я вижу так. Раньше были они фантастически доброжелательные. Иногда нереальные. Вот как-то вот теплота и эмоции побеждали. Сейчас нет трагедии, но действительно есть охлаждение. Есть некоторое разочарование строительством того государства, которое строится в Абхазии, и того отношения присутствия адыгов в Абхазии, которое происходит. Это второй момент. И третий, самый непонятный, обычный адыг даже не патриот, считал, что Абхазия это территория для нашей диаспоры. То есть, когда мы адыгам говорим, почему вы не едете в Абхазию, они говорят, нет, мы хотим в Адыгею, Кабарду, там Краснодарский край. Этот факт есть. Но другое дело, когда нам еще звонят и говорят, почему там двоим там только адыгам не дали, вы нас ставите в тяжелейшее положение. Да. Первый удар наносится, Аслан Жалимов уже на пенсии. Он все свои блага снял, сидит спокойно. Первый удар по нам, Ибрагим и я. Нас упрекают, почему к нам так относятся. Мы молчали. Послушайте, какие бы взаимоотношения не были бы между Хаджинбой и Багаджем, это внутренние взаимоотношения, за которые мы переживаем, адыги. Но другое дело, не интересует жителя Кабарды или Турции, что вы тут у вас внутри происходит. Их интересует решение вопроса. Поймите нас правильно. Поэтому я не буду многословным. Я даже сказал Ибрагиму, что я не буду выступать. Попросил, чтобы он не обижался, но я решил выступить, потому что здесь сидит главная фигура в кавказской ментальности. Председатель Совета старейшин Абхазии. Я с уважением отношусь. Я могу не соглашаться там какими-то вопросами, но я обязан уважать, и я хочу продемонстрировать всем адыгам и абхазам молодежи, что так надо относиться к старшим. Я еще раз говорю слово «этабу». И на этом заканчиваю свое выступление. Все, что хотел, сказал. Я просто хочу извиниться перед всеми. Я 2 часа мероприятий, обязательно должен руководитель комиссии. Мне надо уходить. Но мне тоже Я еще раз говорю. Сейчас буквально мы скоро закончим. Я не думаю, что так затянется. Для меня, я еще раз говорю, я, по-моему, сказал то, чего я говорил и вчера, и позавчера, и все на все остался серьезно. Едик, нет таких проблем, которые тебя вот так трясет. Как только проблема возникает, он первым бежит ко мне. Сейчас он, знаешь, так эмоционально, дипломатично говорит. Еще раз говорю, есть те тонкости, которые... Эмоционально это когда человек... Еще раз говорю, есть те моменты, которые надо решать. Надо решать. И первым долгом это представительство Абхазии во всех 3 братских республиках. Понимаете, это самый большой провал наш. Плохой показатель. Это плохо. Я об этом сказал, эмоции. Для многих вопросов мы можем принимать совершенно... Это вы можете там, в парламенте, говорить. Я внесу поправку. После признания Абхазии, когда посол Абхазии есть в России, понимаете, там представительства были, когда не было признания Абхазии. Ну и что дальше? Что дальше? После признания, когда посольство сделали здесь и посольство в России, тогда пришли к выводу, что, может быть, это не нужно. Если вернуться к этому, тоже... Ну, если мы с братьями адыгами будем общаться через Кремль, то мы далеко пойдем. Это общественно никто мешает. Общественное, слушайте, представительство Абхазии, вы как хотите назовите. Президент говорил, что это сделает. Где-то в юбилей Сахалима, когда был. То тогда говорил. Это так было. Сейчас я не отвечаю. Так, я вас прошу, да. Я извиняюсь, я еще раз говорю. Я извиняюсь. У меня тоже время кончается. Сколько еще осталось? Ну, сейчас Шамилёв, потом, да, не больше. Да, Шамиль Омарович. Спасибо, Илья. Спасибо за... Там идет 5 минут сейчас. Я быстро, я не буду долго, потому что повторяться я тем более не буду. Старшие все многое сказали из того, что я хотел сказать, но есть какие-то моменты, которые я хотел бы личную точку зрения выразить. Ну, спасибо, Ронин, что ты пригласил. И если бы, честно говоря, ты не сказал бы имя Ибрагима, я, наверное, не смог бы прийти, потому что надо было в одном месте. Все были чем-то заняты, наверное, но
тем более после этих известных событий, да, которые говорили, и меньше всего, тут хочу правильно говорить, слава Богу, что разговор не совсем так, вот, типа, вот, разборки какие-то, не дай Бог, да, тогда никаких вопросов тут, поехал человек, приехал и так далее, много тут уже Гурам, и Казадедович сказал, и Аслан, все это понятно. Вопрос на самом деле лежит значительно глубже, вот, и я тут согласен, Гурам, с тобой, хотя Ибрагим с тобой не согласился, что корни проблем лежат здесь. Если эти 20 лет прошли бы по-другому, Ибрагим, уверяю тебя, что всего этого бы не было, и, по крайней мере, разговора нашего именно на эту тему тоже не было. Константин Казадевич, вы очень много, вы на самом деле флаг вот, да, вот этих вот дружеских, братских отношений, то, что вот зародилось тогда, до войны, оно помогло нам выжить. Это однозначно, это с этим спорить, наверное, глупо, несведущий будет. Но что происходит плохое, нет преемственности поколений. Вот ваше старшее поколение, как говорится, нет тех, которые идут за вами, и вот я уже не после вас поколение мое, да, между нами есть, и еще вот после меня нет преемственности. То есть этот флаг, который вы держали, он, ну, не передали его. На самом деле это большая... Я 6 лет работал на Госкомитете по молодежи и спорту. Попытки, меня, кстати, помните, вызывали, да, одно время мы пытались по молодежным налаживать. Мы с Центральной Россией, с Краснодарский край, да, вот, ну, со славянами ребятами, там, ну, другие, ближе, теснее, это хорошо, здорово. Никому сравнивать нельзя, там меньше, тут больше, надо развивать везде. Но с Северным Кавказом практически отношений у нас не было. И уверяю вас, как вот руководитель, работающий, да, в этом направлении по государству, вот, субъективные, наверное, были, да, моя проблема, кто мне мешал, но были, уверяю вас, и объективные причины тоже. Поэтому все это, кажется, следствие всего того, что эти 20 лет, в чем проблема, почему мы выиграли войну? Мы были единодушны здесь, внутри Абхазии, у нас была одна цель. И братья наши, естественно, в трудный момент подставили свое плечо. Сегодня, почему у нас происходит такое? Нас, боевых ребят, ветеранов, раскололи, политизировали, придали нам разновекторную направленность, и на этом основании происходит то, что происходит сегодня. Я уверяю вас, да, это мы в Абхазии сидим и так далее, но, наверное, я очень сильно сомневаюсь, что все вот сидящие тут и не только, да, удовлетворены, вот так руку на сердце, ну, слава Богу, все нормально, все хорошо. Наверное, не так. И все, что происходит, следствие этому тоже. Если в костер не подбрасывать дров, он потухнет. Наш черкесский общий костер, да, ну, в частности, взаимоотношения между абхазами и адыгами не потух. Но очень слабо, он скоро тлеть начнет, он очень слабый, и дрова надо подпитывать. Вот эти благосфера, я очень скептически отношусь к этому. Когда налаживаешь человеческие отношения, уверяю, кстати, клавиатура бездушная, она только помешает. Когда человеку смотришь в глаза, ты лишнюю глупость, ерунду говорить не будешь. А тут Ибрагима не видят и так далее. Ибрагим всегда пришел, вот тут сел и как по-габардински, как дал, что думал, высказал, он всегда был такой. А вот эти вот сидят ребята, да, молодые. В чем проблема? В том, что диалога нет, нет вот живого разговора. Мы туда не ездим, они сюда не приезжают. Правильно? Эдик все правильно сказал. Какие адыги тут, бизнесмены, эти. Есть кто угодно, только не они. Это все, это не есть просто так. Это есть следствие, наверное, всего того, что что-то не так у нас на самом деле происходит. Чтобы выяснить это, надо начать разговаривать опять. Может быть, Константин, вы сегодня возглавляете, вы не просто там почтенный старший человек, вы сегодня до сих пор возглавляете совет старейшин. Знаете, может, давайте начнем, проявим инициативу. Обычно молодые это должны делать, но тут такая сложная ситуация на Кавказе. Вот Кябз, да, вот правильное слово сказал, вот когда вот мы тут за стол сели. Это по нашему Кябзу, по нашим обычаям старшие, наверное, должны, да, это все, как говорится, начинать. Например, может, вот в этом плане мы сильно не дорабатываем. И, Ибрагим, вот ты сказал, два момента друг другу тоже против. Вот есть черкесский интерес, есть абхазский. Я считаю, что нету такого. Ну, оно, наверное, сегодня есть, но этого быть не должно. Потому что тут же ты сказал, что у нас одно общее пространство, до Ингура, все это наше. Вот, например, вот пример приведу, да, вот общество, абхазское общество. Есть каждая семья, каждый дом. У них свои внутренние интересы, но они живут, должны жить интересом. Не может быть интересы одной семьи противоречить интересам абхазского общества. Если мы одно целое, одно пространство, мы так и должны выстраивать нашу политику. Ты был в Грузии, я там родился, вырос. Я, ну сколько там, больше половины жизни пока, да, прожил, скоро уже сюда перейдет. Я прекрасно знаю их, я владею их языком, я пишу, читаю на грузинском и так далее. Я полностью согласен с Константином Константиновичем,
нет большой любви к нам, абхазам, это все есть игры, происки, и с одной целью, когда пример приводил, как вот нас, вот то, что сейчас здесь происходит, нас разделили внутри, да, боевых ребят, вот тут, ветеранов, те, которые были самой активной частью общества, которые победили в войне, и на этом основании сварили ту кашу, которая сегодня есть, которая мне не нравится, я откровенно это говорю. Вот так же сейчас враги наши, поняв, что в лоб не прошибешь, начинают делить нас. Начинают приглашать туда, красиво рассказывать сказки, там уверяют, и застолье было и так далее. Но, знаете как, надо их хорошо знать, чтобы понимать, что вот слова и слова человека надо оценивать по поступкам. Видите ли, Грузия, оказывается, все отказалась и так далее. 92 год начало войны, 93 конец. После этого сколько? 2001, 98, 2006 и т.д. и т.п. и 5, 10. Знаете, слова и поступки надо соизмерять. Вообще, когда человека оцениваешь, если слова говорит одно, делает другое, надо смотреть на его поступки, потому что это определяет его сущность и характер. Не хотят они нашего братского, не хотят они братского черкесов, ничего они этого не хотят. Они хотят с помощью черкесов сегодня, разделив нас, решать наш вопрос. Если повернется карта и попытаться опять на танках заехать сюда, чтобы братья черкесы, вот, используя вот эту вот ситуацию между нами, чтобы просто остановить их и не пустить, оставить один на один абхазов с этими всеми. То, что у нас здесь политика по отношению к Северному Кавказу и государство, и наше общество, да, не такое, как надо, это очевидно. Это для меня очевидно. Я думаю, что с этим спорить не буду. Я, конечно, я вас послушал, старших, да, хорошо, все. Но это опять-таки тот задел, который вы и ваше поколение заделали, мы по инерции этим живем. Да, Аслан говорит, за руку зажали, что ушел, за руку хватает. Это хватает, потому что помнят вас, помнят Гену и так далее. Но там не знают нас. Там не знают Ройна, там Шамиля, его не знают, понимаете. Это как-то на то нельзя приехать туда и сказать, вот я абхазец, хороший парень, приехал, давайте вот возьмите меня и так далее, вот я такой и так далее. Это должно быть какой-то на уровне политики государственной плюс общественной, такой вот народной дипломатии. То, что всегда у нас ценилось, то, что всегда было важнее. А политика государства, упразднять там представительство, честно говоря, почему спросил про 2008, я думал, это чуть позже было. Да я знал, что это было, это, честно говоря, непонятно. Это нельзя было делать, это некрасиво, это неправильно. Это показывает отношение официальной, это не отношение наше, человеческое, мое, там, его и так далее. Отношение официальной Абхазии к этой ситуации. Может быть, это геополитические устремления немножко сбили с толку, там кто-то мешает и так далее, но знаете как, уверяю вас, что от того, что там будут геополитические какие-то представительства абхазские, на геополитику, скажем, Абхазии или там, наших соседей врагов, уверяю вас, что это нам только поможет, и даже как бы это ни влияло, сильно на них это не влияет. Это просто, я думаю, что прихоть просто непонятна, и из чего она взялась, тоже непонятно сейчас. Министр иностранных дел Абхазии Чирик бы на мой вопрос ответил так, что никакой работы мы там не проводим. Что вы еще хотите? Вот и все. Ну, в общем, сказать хочется, враги многое, да? В целом, вот я высказал, да, вот эти моменты. Еще, конечно, сейчас не будем и повторяться, тоже не хочу. Нам надо работать, мы ничего не делаем. Я согласен. У нас костер догорает, он еще горит, мы еще помним, мы еще уважаем друг друга и будем. Вот. Но я думаю, что если наше поколение уже устанет от жизни и отойдет на покой полный, продолжение там будет некому, если мы сейчас это не передадим. Вот этим нам надо заняться. И потом не будет тех моментов, чтобы ездить туда и так далее. Но, честно говоря, я там родился, вырос, мне сказали, Шамиль, приезжай, я туда не поеду. До тех пор, пока вот как ты сказал. Это мое мнение. Итак, есть, да? Да. Ограничимся во времени. Да, чтобы не повторяться, я пройду по некоторым вопросам, сказать свою точку зрения. Начну с того, это важно, что запас прочности у Ибрагима Абхазии велик. И, конечно, одним действием отношение к нему у нас не меняется. Мало того, нужно понимать, что Северный Кавказ действительно нам значительно помог во время войны. Это было в частности в том, что прямо в первые дни войны пришли первые добровольцы, что для нас, для духа Абхазии это было очень важно. Но несмотря на то, что абхазский народ приложил максимум усилий в этой войне, я считаю, что основным моментом, который дал нам возможность выиграть, был фактор Северного Кавказа в лице гражданского общества, поскольку по тому сговору, по которому Ельцин передал Шеварднадзе на Кавказский округ с отмашкой блицкрига быстрой войны, он не удался. И в силу того, что на Северном Кавказе гражданское население
стала выходить на улицы, на площади, когда пошло вот такое общенациональное с абхазским самосознание, для федеральной власти, которая на тот момент была слаба, стало совершенно очевидно, что Северный Кавказ выходит из-под контроля, и Россия может получить на своих уже рубежах войну, с которой она не справится. Именно этот фактор развернул Россию нейтрально, а под конец, в общем-то, уже и отчасти мы даже получили помощь. То есть такие вещи, они не забываются даже конъюнктурно. Теперь для меня важно понять следующее. Мы, абхазцы, маленький народ. Мало того, там нас всего 100 тысяч, из которых проживают в Абхазии, и того меньше. Я хочу, чтобы все понимали, особенно наши соплеменники, которые живут на Северном Кавказе, что у нас в силу нашей малочисленности свои проблемы. У кабардинцев, которые нам соплеменники, другие проблемы, которых под 1 800 000. Мы не можем себе позволить на резкие, необдуманные действия и любую идею схватывать, что называется, с разбегу. Угроза для нас существует всегда, до тех пор, пока мы будем в таком незначительном количестве. То есть во время войны мы были на грани. И сейчас, в мирное время, у нас риски совершенно те же. Когда нам говорят о том, что нужно смотреть в ногу со временем, мир меняется, и Грузия сегодня тоже не та, я хочу понять, что за этим стоит, поскольку сравнивая ее с Россией и с теми методами и подходами этих двух больших и маленьких империй, которые вокруг нас находятся. Да, Россия заинтересована в Абхазии, но заинтересована в Абхазии геополитически как территория, которую она должна по внешним своим границам контролировать, если она держава, а не государство. Иначе она начнет разваливаться внутри своего союза. Что такое для нас Грузия? Грузия — это та маленькая империя, которая, в отличие от русских, говорит о том, что моя фамилия — это грузинская фамилия, что я — это грузин. Вся история у них на этом построена. Все учебники у них об этом в новейшей тоже истории говорят. И о том, что они воспитали поколение именно на этом. И, конечно, где они не прошли войной, они хотят добиться цели тихим сапом, и здесь гадать вообще нам в этом плане не приходится. Можем ли мы в этом участии поддержать действия Ибрагима, нашего брата, части того черкесского сообщества, который видит в этом направлении некий выход для себя? Я считаю, что мы не можем по той причине, что мешать не должны ни в коем случае, но не можем, поскольку у нас риски все те же, что и были во время войны. Мало того, никаких 20 лет не прошло, поскольку было сказано, что после этого они там каждые 2-3 года мы отстаивали нашу независимость. И у нас все эти 20 лет поколение выросло на том, что это наши враги, поскольку их отцы, и братья, и там мужья, они все это время на этой границе у нас погибали. Теперь важно для меня понять следующее. Вот мы уже 4 десятка, наверное, лет прошло, с 70-х годов, когда Айтгалара, вот наше самосознание, оно пошло национальное. Мы тоже себе многое позволяли, вот о чем мы говорили вчера, что там Абхазия. В этот момент это свойственно национальному движению, что мы были от Кутаиси до Анапы, было наше государство. То есть, конечно, что сейчас идет самосознание у такого у черкесов, у адыгов, и что говорят, что там до Бзыби доходило, до Ингури там, или до Тбилиси, это совершенно, в общем, риторика, которая нашему братству никак не мешает, чтобы на нее отвлекаться. И мы, в общем, себе такое позволяли. Но я хочу понять следующее. Вот Черкесия, о которой Ибрагим говорит, большая Черкесия в лице Адыгеи, Ставрополя, правильно, Кабарды, вот всех этих мест. Да, всех этих мест. Вот какая, я как понимаю, какая цель должна быть, и какие у меня сомнения по этому поводу. То есть от того, что Ибрагим выступил, и выступил жестко, конечно, на федеральную власть это произвело впечатление в том плане, что они обратили взор на эту тематику. Я как понимаю, в общем, что не на радикализме
нужно, в общем, дела делать, что всегда чревато. В том, что есть много проблем в самой Адыгее, много проблем в самой Кабарде, где, обратив на себя внимание, нужно их решать. Когда вопрос возник по Красной Поляне, раз мы об этом говорим, абхазцы его не приняли по одной причине. Потому что если называть вещи своими именами, то мы же не говорим о том, что во всем существует подтекст. Да, геноцид черкесов был в Грузии принят. Совершенно ясно, что для них это было совершенно конъюнктурным действием. Совершенно ясно, что в любой момент они от этого откажутся, если им нужно будет здесь, ясно все. Конечно, это шахматная игра при патронаже соответствующем, на которую выделили колоссальные деньги. Грузия на этом хочет просто по Абхазии отыграть и создать некую буферную зону между Россией, ну как им кажется, и Грузией. Совершенно ясно, что речь идет об ослаблении России, что это игра большая, геополитическая. И в данном случае черкесский вопрос и геноцид, который был признан, это для Грузии, внутренне для Грузии, это небольшое отступление для того, чтобы выиграть большее действие. И теперь, если речь лежит вот в этом контексте, то есть если Россия разваливается, если она стоит в том системном кризисе, что у нее дальше вот она не существует, что близко к пониманию Грузии в лице Саакашвили, и в этот момент черкесское сообщество будет собрано, будет проведена какая-то работа, и мы в этот момент, имеется в виду вот черкесы, создадим некое свое государство вот в этих рамках. А для того, чтобы нам это позволили или с пониманием отнеслись в Госдепе или в том же Евросоюзе, нам нужно произвести в этом контексте свои некие какие-то действия, внеся лепту, раскачав Южный Кавказ, раскачав Россию. И в данном случае Красная Поляна, это вот, если бы речь о том пошла о самосознании, что да, мы по Красной Поляне заявили о том, что это вот наша земля, исторически, и в отношении нас нужны какие-то преференции, которых нету в национальных республиках. Это одно, здесь мы во всем поддержим. Но если это идет речь о том, чтобы в контексте раскачать Россию, видя в том, что она вот разваливается, и мы в этом плане должны свою лепту внести, я здесь категорически не согласен, считаю эти игры максимально я считаю вредными, вредоносными. Ни в какой части в них абхазский народ, могу себе позволить сказать за всех, участвовать не будет. Понимаете? Это если говорить вне контекста всякого. Теперь касательно того, что тоже... Давайте мы тоже ответим. Нет, конечно, мы все это говорим, вы сказали, мы выслушали, теперь мы в этом плане говорим. То есть я говорю о том, что я не говорю, что это истина в последней инстанции. Я говорю о том, как я понимаю мнение того, что происходит. Теперь, если говорить о том, что получила в интернет-сообществе некая вот такая динамика отрицательная, то заострять на этом внимание, конечно, я считаю, что не стоит. Но есть и у нас ребята, которые себе лишнее позволяют. Есть и среди наших соплеменников, которые лишнее позволяют. Я считаю, что каждый должен на себя взять свою меру ответственности для того, чтобы урезонить этих ребят, не пускать на самотек, поскольку идеи у нас все правильные. И в том, что Ибрагим поехал в Грузию, я тоже не считаю в этом ничего зазорного в прямом контексте, поскольку у меня есть понимание того, что для чего это делает Грузия. Но я в то же время не считаю, что там черкесы в лице Яганова, действительно, которых можно развести, поскольку на этом можно тоже сыграть и свои дивиденды вытащить. То есть у каждого в этом своя, что называется, игра. Но надо понять, каким конечным целям мы идем в рамках общего черкесского мира. Я хочу получить на это ответ, к чему вот эти действия, какая цель, создать большую Черкесию, выйти из состава, то ли России мы хотим, то ли что мы хотим, для того, чтобы понять, поддержать, либо не участвовать в этом, поскольку, еще раз я повторюсь, у абхазцев другие риски, где мне не нравится это слово, но близки к своему, что называется, невозврату, поскольку действительно у нас в Абхазии на порядок живет меньше, чем 100 тысяч, где я даже не хочу это озвучивать, поскольку не хочу, чтобы наши медики как-то, в общем, об этом знали. И когда с обидой некоторые к абхазцам обращаются,
Я хочу, чтобы эти вещи, в общем, тоже понимали. Потом, то, что, в чем мы себя считаем виноватым, в том, что вот после всего в эпилоге, что мной было сказано при поддержке Северного Кавказа, вдруг мы действительно вышли со всех организаций. Вышли по той причине, что, если вещи называть своими именами, что сегодня мы стоим уже в другом измерении, в другом времени, где простое братство уже не способно противостоять грузинской армии в совокупе с НАТО. Что сегодня мы стали в этом плане конъюнктурщиками. И не потому, что народ не ценит, не любит или забыл о нашем братстве, как раз таки этого не существует. А потому, что наша власть ответственна за это, а мы ответственны вместе с ней, находясь ты в оппозиции или где бы то ни было, ты часть единого абхазского пространства, где мы перед нашими братьями за это несем ответственность. И считаю, что вот в этом плане мы допустили грубейшие ошибки и должны признать меру своей ответственности в этом вопросе. Я хочу ремарку, пожалуйста, это очень важно. Ты меня, это здесь полемику сейчас начнешь. Не-не, это будет очень... Я извиняюсь перед всеми, мне Знаете, вы думаете, что можно закончено. задушить лес и двигаться дальше, затыкать, вы меня обижаетесь когда. Это очень важный момент. Это очень важный момент. Скажите, Эдуард, одну минуту, что ли, решили дослушать? Одну минуту. Да, я попросил одну минуту, чтобы он слышал. Я хочу, чтобы советская... Я по телевизору услышал. Не-не-не, я думаю, что это не будет только... Я хочу ответить, это важный момент. Это очень важный момент. Даже легче в ООН убеждать, чем здесь оказывается. Вот этот момент насчет Красной Поляны. Я не говорил о частности, я говорил об адыго-абхазских взаимоотношениях общих, правда? Да? Я ответить хочу, я в интернет вообще не захожу. И нет у меня интернета. И вообще, мне кто-то говорит, и все. Я послушаю. Красная Поляна – это место последнего сопротивления армии одной против другой. Одна армия, которая называлась Российской империей, провела военный парад в честь победы над черкесами называлась. Это же не я придумал, это исторический факт. А кто об этом не знает? Дальше. Я просто договорю свою мысль. Одну секунду. Уже вчера ушел ходить, сегодня тоже. Второй момент. Вот в этом месте было государственное устройство, которое назывался Меджлис. Я думаю, наши предки просто ходили туркам говорить, чтобы они тебе помогли. Назывался «Свободных черкесов». Это правда или нет? Вот в этом месте эта армия потерпела поражение. И именно в этом месте проводится Олимпиада. Именно в этом месте могилы десятков тысяч людей. Вот проблема адыгов и Олимпиады. Ни выход из состава России, ничего там есть проблема издеваться над могилами. Вот почему подняли недовольство. Скажи мне, пожалуйста, когда Путин сказал, что это место исконного проживания старых армян и греков, адыги выступили против. Что, неправильно они сделали? А кто не против выступил? Просто речь идет о том, что мы загоняем ситуацию в радикализм, в тупик, подожди. О том, что мы должны бойкотировать. Теперь продолжаем мысль. Подожди. Мысль продолжим. Теперь смотри. У абхазов на сегодня есть право выдавать паспорта своим гражданам? Есть? Ну, в твоем вопросе ответ содержится. Да, у нас нету. Нам Россия с позволения, у абхазов 200-300 тысяч диаспора, у нас 5-6 миллионов, и мы каждого человека вымаливаем у России. Ты считаешь, что это решение вопроса? Я считаю, что в этом направлении нужно работать. Конечно. Именно в этом. Конечно. Я когда сказал, вот что мы должны обсуждать. Мне нужно понять цель этих действий. То есть цель в том, чтобы лоббировать интересы двух кавказских республик, наших собратьев, в том, что эти права были бы расширены. Или какая цель? Потому что вне контекста я вижу цель другую. Я хочу слышать, я ошибаюсь в этом? Или это так? Когда в 96 году парламент Адыгеи принял о геноциде адыгов, когда до 92 года парламент Кабарды принял о том, что был геноцид адыгов, парламенты, и обратились в Россию, на сегодняшний день ответа нет. Зато в 96 году был принят парламент армян, там других. Послушайте, вы понимаете, что происходит? Если какая-то страна признает геноцид одной этнической группы, это значит, они могут получать свободное гражданство. Второй шаг надо сделать, третий шаг надо сделать. Теперь что получается? У адыгов это право отняли, раздают другим. И наши территории заселяются все, кроме адыгов. И вот оно, что беспокоит адыгов. Вот есть суть. Вот и цель. Теперь послушай, и когда мы об этом начинаем говорить, с подачи, я не знаю откуда, то мы эмоциональные, то мы не продумали, то нас грузины за нас водят. Никто нас за нас не водит. Мы просто ставим свои интересы. При этом абхазы
Я не поддержу ни одного человека, которого адыги, абхазы, который будет какие-то границы устанавливать между нами. Там жили адыги, там жили абхазы, это наша общая территория. Но поймите, вы сегодня можете себе выдавать паспорта любому абхазу, мы не имеем на это права. Что получается? Вы берете 20 тысяч, на нашу территорию миллион заселится. Тогда как мы будем выходить из этой ситуации? Эдик, дорогой. Так. Нет, то, что вопрос поставлен верно вопрос поставлен, это методы, это достижимые методы. Это очень важно, я хочу, чтобы вы услышали. Ты знаешь, что Послушай, может быть, мой народ вообще не прав, что Это мы потом еще обсудим. Давайте формат политику. Да, может быть, не прав, что вообще родились тогда. мне бываешь одно говоришь, когда Не, бывает подождите, другое говоришь. подождите. Перестаньте, пожалуйста, абхазы поливать грязью адыгов. Они как эмоциональные. Послушай, кроме вас, меня никто не звал, что... Говорить об этом, о том, что идет конфликт, был конфликт, Госсовет Грузии напал на Грузию, поэтому мы воевали. А у меня вопрос возникает. Если Грузия, Госсовет Грузии, Шеварднадзе не послал бы войска в Абхазию, вы что, находились в составе Грузии? Понимаете? То есть мы, вот эта постановка вопроса, вот я и раньше тоже говорил, она совершенно неправомерная. У нас была национальная освободительная война. Если бы Грузия, Совет Грузии, даже если не послал бы войска в Абхазию, борьба продолжалась. Но бы начали бы, если нужно было, войну за свое освобождение и установление своего независимого государства. Эта борьба продолжалась на протяжении вообще вот последних 60-х, 70-х, 80-х годов. Это момент, она приняла вооруженную форму борьбы 92-93 год. Наша борьба абсолютно не зависела от позиции Грузии, что она делала или не делала. Если бы она признала бы сразу нашу независимость в 92 году, не было бы войны. Но она не то, что признала, она и тогда, и сегодня, что она делает? Она просто показывает свою ненависть ко всему, что связано с историей и культурой абхазского народа. Полное непризнание существования самого абхазского народа. Понимаете? И сегодня... Изменила форму просто. Просто формы. О какие компромиссы мы можем с ней сегодня говорить? И о каких вещах? У нас конфликт давно завершился. Мы создали свое независимое государство. Признает нас кто-то, не признает, признает Грузия, не признает. Для меня это не столь существенно. Она имеет важное значение для нашего дальнейшего развития. Но для существования нашего независимого государства она не столь важна. Мы сами себя признали независимым, мы завоевали свою независимость и будем идти дальше развивать свое государство. И в этом отношении единственный компромисс у нас с Грузией, установление, пойдем ли мы на установление дипломатических отношений с ней, если она нас признает. Потому что мы видим, что нужно еще 2-3 поколения грузин, чтобы они поняли, то есть осознали существование самого абхазского народа. Понимаете? Вот проблема в этом у нас. А так, что касается, допустим, вот эту реплику я просто не буду ваше внимание за это больше забирать. Дело в том, что на самом деле, как бы мы не искали бы причин каких-то разногласий с черкесами, что бы мы ни делали бы, в любом случае, если мы сегодня ничего не найдем, завтра что-то найдем и так далее, это я вам еще раз повторяю, это один живой общий организм. Чуть-чуть сегодня заболел он, но завтра он выздоровеется. Хотим это или не хотим. Если Кавказ существует... Лечить надо. Лечить это надо, в любом случае. Если Кавказ существует, Кавказе существует, это пока вот эти организмы, она существует. Молодец, это части одного целого. Он тысячелетиями существовал и тысячелетиями будет существовать. Но есть определенные болезни чума, холеры, такие инфекционные болезни, есть интеллектуальные болезни тоже. Сегодня у наших соседей, которые тысячелетиями жили, определенная болезнь существует, но нужно время. Это никаких такое существует, эмоциональные такие. Нужно время, чтобы мы нашли бы с ним общий язык, когда-то могли бы с ними сотрудничать. Сегодня у нас такой проблемы нет. Я что, единственную реплику ставлю. Можно я хотел уйти, но Бурам сейчас меня Остановил. 2-3 раза выступать некрасиво, но я вряд ли потом еще раз с вами так встречусь. Можно?
два предложения. Просто у них батарейка заканчивается. Мы можем Кончил? и без камеры общаться. часа времени прошло. Да. Ладно, неважно, телевизор будет или нет, что я хочу вам Потом не сказать. обижайтесь, если... Если вы обратили внимание, Эдик, слушай Я уже не меня, хочу говорить, я пожалел, что пришел сюда. Слушай меня. Искренне вам говорю. Слушай меня. Я пожалел. Ну, подожди. Ты меня не понял, я сказал, громко говоришь. Вот то, что Гурам Я сказал, услышал то, что я молодое услышал. поколение над чем работает. Поверьте мне, грузинский народ ни в чем не виноват. Грузия во время Сталина и после Сталина написала такую историю, И они верят в нее. Андреевна, вот это запишите вот в мои мысли. Грузия написала такую историю, что поколение сегодняшнее от 10 лет до 80 лет, они понимают, что Абхазия это Грузия, что Абхазия это грузины. Иначе говоря, словами Фазиля Искандера, грузинские ученые написали, что современные абхазцы это обабхазившиеся грузины, но не задав себе вопрос, куда делись те абхазы, которые обабхазили грузин, понимаете? Я всегда сторонник того, что вечных врагов не бывает, дорогие, вечных врагов не бывает, но Гурам говорит 50, а я считаю, что и больше лет надо. Пока Грузия не напишет нормальную свою историю, пока Грузия не будет учить молодое поколение, что Абхазия это Абхазия, а не грузины, что Абхазия это не Грузия, никакого мира с Грузией не будет. Малейшая возможность будет, обратно будут воевать. Гурам, я с тобой К этому согласен. идет. Ты ученый, только и для этого и 50 лет не хватит и больше. А для этого, до этого надо мирный договор, а там время Ты покажет. с Патой Захаришвили встречался там? Нет, да. Я его все Да, буквально пару. Да, дорогие мои, мы сегодня убедились, что эта беседа нужна, эти встречи нужны. И возможно, что некоторые моменты переходили в некий эмоциональный такой порыв. Думаю, это тоже как бы болезненно, да, тоже исправимо. Мы с Ибрагимом в дальнейшем уже будем думать уже о составе, неком составе, таком рабочем составе, который будет вырабатывать какие-то совместные проекты, будем думать, как дальше нам жить в одном нашем доме. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо вам, что вы делаете. Подожди. Ты знаешь, какой спрос на Кавказе? Подожди, ты знаешь, какой спрос? Хватит болтать. Хватит болтать. Я что, закрыл мостом? Не хватит. Вот то, что вот...